О снижении бедности в Таджикистане с 31% в 2019 году до 19,5% в 2022 году, заявил министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завки Завкизада 17 июля в Нью-Йорке на форуме высокого уровня по устойчивому развитию на тему предоставления возможности проведения саммита по целям устойчивого развития. Он отметил, что якобы доходы населения за последние 5 лет увеличились в 2,1 раза, а среднегодовой экономический рост обеспечен на уровне 7,3%. Министр связал эти, как он выразился, достижения с проведением экономических реформ и реализацией государственных программ и планов антикризисных мероприятий. Каждый день вот такой. Придешь до вечера, стоишь там или 10-20 рублей зарабатываешь. И вот не знаешь, что делать. Или на счет бросить, или кушать. В то же время подорожание продуктов питания Завкизада назвал временным и попытался объяснить сезонными факторами. Это временно и вернется в исходное состояние, сказал он. Руководство Минтруда Таджикистана в феврале этого года на пресс-конференции в Душанбе сообщило, что средняя зарплата по республике на начало этого года составила 1730,12 самани, $166,62. Она повысилась на 13,4% или на 204,7 самани по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что является самой низкой заработной платой во всем регионе. К примеру, если сравнить цены на некоторые основные продукты в 2018 году с ценами 2023 года, то становится очевидным, что так называемый рост доходов прямо пропорционален росту цен на продукты питания, что объясняется обыкновенной инфляцией, то есть удешевлением денег. И это все не учитывая повышение тарифов на коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте, электроэнергию и прочее. Для сравнения, в 2018 году литр рафинированного подсолнечного масла стоил 12 самани, мясо 40 самани за килограмм, десяток яиц 8,5 самани, сахар 7,5 самани за килограмм, мука 3 самани за килограмм, макаронные изделия 6-7 самани за килограмм, рис 7-14 самани за килограмм. А в 2023 году литр рафинированного растительного масла стоил уже 18-20 самани, мясо 70 самани, рис 12-20 самани, сахар 10 самани, мука 5,8 самани, яйца 15 самани, макаронные изделия 11-12 самани. Наблюдатели отмечают, что основной статьей доходов таджикских домохозяйств являются денежные переводы трудовых мигрантов, большая часть которых работает в России. При нынешней ситуации, когда рубль начал ослабевать, суммы переводов начали существенно уменьшаться. Эксперт по экономическим вопросам Нур Сафаров считает, что уровень жизни людей зависит от разных факторов, и он определяется не только ВВП. Первый и основной фактор – все люди разные, и все имеют разные навыки и способности, умственные и физические, а также определенные моральные и общественные ценности. Говорить о ежегодном росте ВВП до 7-8% не означает, что от этого роста всем будет хорошо, заявил он. По его мнению, основную роль в росте ВВП играет сейчас промышленный и сельскохозяйственный сектор в стране. Также важным фактором увеличения ВВП являются инвестиции Китая в горнорудную промышленность Таджикистана. В этом контексте можно предположить, что большая часть доходов, которые получает Таджикистан, распределяется среди 1-5% населения так называемой финансовой промышленной элиты, которая имеет доступ к политической власти, финансовым ресурсам и принятию ключевых решений, говорит эксперт. Остальным 95%, по его мнению, приходится жить за счет своего подворья и мелких ферм, занятия мелким бизнесом, розничной торговлей и постоянной трудовой миграцией.